Считанные дни остаются до единого государственного экзамена. Это, разумеется, повод для того, чтобы обсудить эту тему в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии. Айгуль Байрамгулова, начальник отдела государственной итоговой аттестации Министерства образования и науки Республики Башкортостан. Айгуль Фатыховна, здравствуйте. Добрый день. Итак, вы спокойны? Я надеюсь, что выпускники такие же спокойны в преддверии единого государственного экзамена и ОГЭ. Конечно, спокойно. Мы подготовили все пункты проведения, а дети уже потренировались. У нас каждый год проводятся пробные экзамены, поэтому дети, я думаю, тоже спокойны. То есть ЕГЭ, ОГЭ – это уже не такие пугающие аббревиатуры, от которых хочется хвататься за валидол? Нет, конечно. ЕГЭ, ОГЭ – это таких испытания, которые дают детям развитие в дальнейшее. То есть при помощи выпускных экзаменов в школе ребенок имеет возможность поступить в любые вузы Российской Федерации. Расскажите, в этом году есть какие-то новшества именно в проведении ЕГЭ, ОГЭ? Я имею в виду не только саму процедуру проведения, но еще и, может быть, какие-то экзаменационные моменты внутри экзамена. Ну, у нас для детей вообще ничего нового нет. Вот когда ЕГЭ зарождался, как дети приходили в аудиторию, садились, им выдавали материалы, потом по окончании экзамена они все это сдавали. Все точно так же для ребят. Ну, просто мы каждый год процедуру проведения экзаменов совершенствуем. У нас передача материалов осуществляется по защищенным каналам связи. С прошлого года новшество у нас было, если раньше мы все материалы и на ЕГЭ и на ОГЭ сканировали в штабе, то с прошлого года мы начали уже в аудитории сканировать материалы и отправлять в региональный центр обработки информации. Единственное, может быть, новшество тоже в прошлом году было введено. Выпускникам 11 классов будет предоставлена возможность пересдать один из предметов, которые они сдавали. Результат этого экзамена, если его не устроил, он может прийти 3-4 июля. Такая возможность будет предоставлена пересдать этот предмет. Много школьников воспользовалось именно этой возможностью в прошлом году? В прошлом году у нас 72,5% детей пошли пересдавать. И я так скажу, что вот часть работ была чуть ниже, чем первый результат. Но, к сожалению, здесь, когда пишешь заявление на пересдачу, надо понимать, что и быть уверены в своих силах, что первый результат будет аннулирован в любом случае. Лучше ты напишешь или хуже, а в любом случае результат будет только второй. Расскажите об особенности проведения экзаменов для разных категорий учеников. Я сейчас говорю и, допустим, о спортсменах, да, которые могут уехать на это время, у которых есть календарный план какой-то своих соревнований, о детях с ограниченными возможностями здоровья. Вот как предусмотрено проведение экзаменов для них? У нас есть ребята-инвалиды и есть ребята с ограниченными возможностями здоровья. При наличии соответствующих документов мы для этих детей создаем особые условия. Это и помещение на первом этаже располагается, это можно открыть пункт проведения прямо на дому. У нас таких пунктов достаточно в этом году. Это и продление продолжительности экзамена на 1,5 часа. Здесь все зависит от того, какие документы предоставит ребенок и что у него будет написано в заключении. Ну а для тех, кто в летний период не мог сдавать экзамены, спортсмены, вот как вы озвучили, мы для них экзамены провели в досрочный период. В досрочный период много вообще экзаменов сдали ребята? Нет, ребят было мало, всего 10 человек. Как сдали? Какие результаты? Удовлетворительные. То есть вполне они остались довольны и нет желания пересдать? Да, они сдали экзамены. Я думаю, что, наверное, уже получили аттестат, потому что у нас все результаты уже пришли по досрочному периоду. И теперь они летом свободны. Один из главных вопросов, который волнует, это, как правило, содержание экзаменационных материалов, потому что, помните, у нас был как-то одно из межсезонья, да, таких горячих экзаменационных периодов, когда говорили о том, что вот, в заданиях содержится то, что в школе не проходили. Ну,
Об этом говорят каждый год. И я думаю, что, наверное, говорят больше те, кто, в принципе, эти задания, наверное, или не прорешивал, или не пропускал через себя. У нас всегда задумывалось так, что контрольно-измерительные материалы должны быть составлены в соответствии с федеральными государственными обязательными стандартами. Вот. И основными разработчиками КИМов является Федеральный институт педагогических измерений. И ежегодно задания совершенствуются. У нас уже давно нет тех заданий, которые были раньше. Вот эти задания угадайки, мы их называли, когда, например, из 4 вариантов ответов можно было пальцем ткнуть и угадать. Вот. Теперь такого нет. Все задания предполагают знание материала. И те знания, которые дают в школе, этих знаний достаточно для того, чтобы сдать ОГЭ и ЕГЭ? Вполне. Мы встречаемся и со 100-бальниками нашими ребятами, и с высокобальниками, которые набирают хорошие результаты на ЕГЭ. И есть ребята, которые без репетиторов, то есть на базе школы и самостоятельно занимаясь, набирали очень хорошие баллы. Расскажите, есть обязательные предметы, да, при сдаче экзамена, но есть и выбор. Вот Да, какой есть. выбор у ребят? Ну, обязательные тогда озвучу. У нас для того, чтобы получить аттестат, в 11 классе надо обязательно 2 предмета сдать. Математику, здесь профиль ребенок сам выбирает, базовую или профильную он берет математику, и русский язык. В 9 классе дети сдают 4 экзамена. Обязательно математика, русский язык и 2 предмета, которые он выбирает сам. Так вот, самый популярный предмет у нас в 9 классе уже 3-й год подряд — информатика. Прям ребята выбирают ее, видимо, уверены в своих силах, владеют компьютерами, программным обеспечением. Вот. Вторым по популярности у нас и на ЕГЭ, и на ОГЭ у нас идет обществознание, конечно. Какие еще популярны вот после обществознания? Ну, вот в 11 классе у нас математика профиль. Ребята хорошо выбирают и идут по этому направлению. Ну, конечно, химия, биология. Химия. Ни за что бы, наверное, сама не выбрала. Айгуль Фатыховна, если говорить именно о том, что существует ли утечка ответов по ЕГЭ, вот есть какие-то в этом плане, есть что добавить, есть что сказать? Есть. У нас каждый год в каких-то социальных сетях, в интернете появляются предполагаемые задания и предполагаемые ответы. И какие-то недобросовестные, ну, я не знаю, вот, граждане, что ли, я не знаю, кто этим занимается, делают выбросы и предлагают купить ответы. В общем, я должна сказать, что это все фейки. У нас задания по нашему часовому поясу из Федерального центра тестирования приходят за полчаса до начала экзамена по защищенным каналам связи, и мы их отправляем в пункты проведения. То есть здесь вообще утечка полностью исключена. Ровно в 10:00 член Государственной экзаменационной комиссии, который находится в пункте, расшифровывает с помощью специального электронного ключа эти задания. И на глазах детей они распечатываются. И это вообще любая утечка здесь у нас исключена. Это и на ЕГЭ, и на ОГЭ. Поэтому предполагать, что в интернете появятся реальные задания, ну, это, я не знаю, зря на это надеяться. Считаю, что лучше готовиться самостоятельно и прийти на экзамены без шпаргалок, без телефонов, без каких-либо гаджетов, потому что, ну, здесь уже в 9 классе, если 4 обязательных предмета, ребенок на любом предмете, если попадается со шпаргалкой или с телефоном, или с любым гаджетом, он автоматически по этому предмету остается на оси. То есть, ну, это не совсем приятная вещь, и уже вот вместе со всеми аттестат получить не будет возможности такой. То есть потерян год? Ну нет, зачем? Ребята придут в сентябре. Если кто-то будет отдыхать все лето, то такие ребята придут в сентябре и будут пересдавать. И уже, я думаю, что успешно сдав экзамен, в сентябре получат аттестат и пойдут только в 10 класс, наверное. А много у нас вообще вот в прошлом году было таких нарушителей? Нет, немного. У нас уже сейчас дети об этом знают. Мы сами выезжаем на собрание, на встречи с детьми, об этом, обо всем рассказываем. Немного. У нас на ЕГЭ было человек 7, на ОГЭ было в прошлом году 15 человек таких. А если говорить все-таки о пересдаче, да, ну вот бывает такое, мы уже с вами по касательной обсудили эту тему, но тем не менее, возможно ли пересдача ОГЭ и ЕГЭ?
Ну, если это обязательный предмет, то ребятам дается возможность пересдать еще в резервный день, значит, основного периода. И есть возможность успешно пересдать и получить аттестат уже со всеми летний период и пойти либо в колледж, либо в университет. Если это предмет по выбору в 11 классе, то такая возможность только один раз предоставляется при наличии результата. Бывает такое, что во время экзамена, даже если предмету по выбору участник ЕГЭ или ОГЭ почувствовал какое-то недомогание, чувствует, что он не может продолжить экзамен, то у нас в каждом пункте проведения экзамена дежурит медицинский работник. Это обязательное условие для проведения экзамена. Участник вправе обратиться к медицинскому работнику, и при наличии, действительно, если врач говорит, что есть такие показания, по которым можно экзамен прервать, то при досрочном завершении данный экзамен переносится на резервный день. Здесь ничего сложного нет. Если говорить об апелляции, подают ли на апелляцию, насколько часто, насколько это успешно? Ну, у нас апелляции бывает двух видов. Первая апелляция – это о выявленном нарушении. И если участник во время экзамена считает, что нарушили его права, он должен имеет право, подать апелляцию, но это надо сделать, не выходя из пункта проведения экзамена в этот же день. Есть еще второй вид апелляции о несогласии с выставленными баллами. У нас, когда утверждаются результаты, образы работ и критерии оценивания данной работы размещаются у каждого ребенка в личном кабинете республиканского сервиса ознакомления с результатами ГИА. И ребенок может посмотреть. Конечно, надо обязательно обсудить с учителем. И если считает, что его недостаточно оценили по тому или иному заданию, то этот участник вправе подать апелляцию. Эта апелляция подается в течение 2 дней после официального опубликования результатов, также через личный кабинет. Айгуль Фатыховна, спасибо огромное, что, несмотря на такой насыщенный период подготовки, впереди экзаменационная пора, она горячая для вас всегда. Вы нашли время, пришли в студию, рассказали об особенностях, и надеюсь, что та информация, которая была озвучена, будет полезной для наших телезрителей. Спасибо огромное. Мы желаем вам побольше 100-бальных работ, чтобы были отличные результаты, о которых мы уже будем говорить в нашей студии еще раз. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.